августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 10,51 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,26-53 до 10,26 сомони. 1 евро от 10,51-78 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1632 до 0,1665 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром заметно снижаются, продолжая динамику понедельника. Инвесторы ожидают результатов заседания ОПЕК+. Нефть марки Brent находится на уровне $98-97 за баррель, марки ВТИ на уровне 93,07 цента за баррель. Стоимость золота во вторник утром символически дорожает, находясь в районе $1790 за тройскую унцию. Кредиторская задолженность у АХК Барки Тоджик на начало второго полугодия этого года составила 32 миллиарда сомони. Это около $3,1 миллиарда, сообщил об этом вчера, 1 августа, журналистам начальник финансового департамента компании Рустам Маджидзода. Он отметил, что Энергохолдинг задолжал 2,8 миллиарда сомони ГЭС Санктуда-2, 2,4 миллиарда сомони Сантудинской ГЭС-1, 2 миллиарда сомони Орион Банку. Долги перед Министерством финансов, то есть правительству, составляют 23,6 миллиардов сомони. Долг перед Минфином образовался за счет реализованных инвестиционных проектов в секторе электроэнергетики. Для осуществления этих проектов в разные годы привлекались кредиты международных финансовых институтов и отдельных стран. За счет такого финансирования модернизировалась ГЭС, строилась ЛЭП и подстанции, а также другая инфраструктура. Между тем, дебиторская задолженность Барки Тоджик по состоянию на 1 июля этого года составила более 3,4 миллиарда сомони. В том числе население задолжало за потребление электроэнергии 1,3 миллиарда сомони. Барки Тоджик является наиболее крупным должником среди всех предприятий республики. Кредиторская задолженность компании равняется трети прошлогоднего ВВП страны. Одним из главных аргументов, которым руководство компании объясняет свое сложное финансовое положение, это низкие тарифы на электричество. За первую половину 2022 года в Таджикистан привлечены инвестиции в объеме более $173 миллионов, что на 50% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Из них прямые инвестиции составили $100,6 миллионов, что в 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил вчера, 1 августа, на пресс-конференции председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Сади Кодерзода. По его словам, всего на сегодняшний день в Таджикистане действует 80 инвестпроектов на сумму 42 миллиарда сомони. Из них, по его словам, на сегодня освоено 2,2 миллиарда сомони. В лидерах по инвестициям в экономику Таджикистана Кодерзода назвал Китай, Швейцарию, Люксембург и Великобританию. Среди отраслей, куда направлены зарубежные инвестиции, лидирует горнорудная промышленность. Сюда вложено около $89 миллионов. Кризис в российской экономике, спровоцированный войной, будет затяжным. Его описывает в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике Центральный банк Российской Федерации. В 2022 году экономика России сократится по этому прогнозу на 4,6%. Это лучше, чем 80%, которые предсказали сразу после начала войны. В 2023 году она продолжит сокращаться на 1,4%. К росту она вернется лишь в 2024 году, и этот рост будет достаточно низким – 1,5–2,5%. Целая глава в докладе посвящена ситуации на потребительском рынке. В течение нескольких недель в России падали цены. Министр экономического развития Максим Решетников уже предупреждал о рисках, связанных с дефляцией. Цены не растут, так как никто ничего не покупает. В результате бизнес и компании затягивают пояса. Экономисты Центробанка пишут о похожем риске ловушки адаптационного ожидания. Они
Они видят признаки того, что российская экономика оказалась в такой ловушке. Грубо говоря, потребители с одной стороны, а производители и продавцы с другой ждут друг от друга совершенно разных действий. Это довольно опасная ситуация, предупреждают центробанки. Если население не начнет потреблять, то перестройка экономики, то есть ее переход на новые цепочки поставок, может существенно замедлиться. Бизнесу будет тяжелее выводить новые товары или производить их. Афганистан полностью оплатил поставки электроэнергии за 2021 год и производит оплаты за поставленную электроэнергию в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Всего за прошлый год Афганистану было поставлено 151,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии, за которую полностью осуществлен расчет электрической компании ДА «Афганистан Брежнев Ширкат». В текущем 2022 году объем поставок электроэнергии Афганистану определен в 210 миллионов киловатт-часов согласно договору между АО «Национальные электрические сети Узбекистан» и ДА «Афганистан Брежнев Ширкат». Расчеты были сделаны исходя из спроса и потребностей Афганистана в электроэнергии в январе-июне. К настоящему времени поставлено 772 миллиона киловатт-часов, отмечает Министерство Узбекистана. Ведомство отметило, что расчеты за поставленную в текущем году электроэнергию из Узбекистана производятся компанией ДА «Афганистан Брежнев Ширкат» на системной основе. Отметим, что с 14 апреля текущего года прекращен прием электроэнергии из Узбекистана в связи с подключением Афганистана к энергосистеме Таджикистана в летний сезон.